В эфире Абхазского телевидения информационно-аналитическая программа «События недели». В студии Ирина Аршба. Здравствуйте. В последние дни количество отдыхающих, въезжающих в нашу страну, заметно увеличилось, и на государственной границе стали образовываться очереди. Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание по ситуации на абхазо-российской границе с участием секретаря Совета безопасности Мухаммеда Килба, председателя службы государственной безопасности Зураба Маргания, начальника пограничного отряда СГБ, зампредседателя СГБ Нодара Чечхиани. Начало курортного сезона в Абхазии в этом году не особо радовало. То ли абхазские курорты стали менее привлекательны для российского туриста на фоне доступности курортов Крыма и Турции, или же россиянам было не до отдыха, пока проходил чемпионат мира по футболу. Так или иначе, после окончания мирового первенства количество отдыхающих, въезжающих в нашу страну увеличилось в разы. Несмотря на то, что на границе привыкли к скоплению народа и стараются не допускать образования больших очередей, все же в последнее время наблюдается увеличение потока автотранспорта, въезжающего в Абхазию. Намного больше стало и туристов, пересекающих пешеходную границу. Обычно по утрам очень много машин собирается, скоплением возможно в направлении Абхазии, потому что из России очень много туристов едут в Абхазию с утра, так как однодневных экскурсий много. Бывают задержки, в основном они, наверное, людей используют в этом направлении. Потом отсюда, когда выезд из Абхазии начинается скопление, связываемся, также пропуск работает, пункт пропуска работает в общем режиме нормально. Ситуации на абхазо-российской границе было посвящено совещание, которое провел президент Рауль Хаджимба с участием секретаря Совета безопасности Мухаммеда Килба, председателя СГБ Зураба Маргания и начальника погрануправления службы госбезопасности Абхазии Нодара Чечхиани. Ситуация на границе остается достаточно сложной. При всем том, что есть определенные работы, выстроены соответствующие взаимоотношения. Я отдавал соответствующее распоряжение и Совету безопасности, и вам. Какие нужны действия для того, чтобы создать соответствующие возможности улучшения качества работ как с нашей стороны, так и с российской стороны. Для того, чтобы на российской стороне эта ситуация изменилась, нужно говорить с представителями тех структур, вышестоящими руководителями, которые представлены на границе. Действительно, существует проблема задержки перехода границы со стороны России. Бывали случаи, когда туристам приходилось стоять в очереди более 5 часов, доложил президенту секретарь Совета безопасности Мухаммед Килба. На данный момент с руководством Главного пограничного управления ФСБ России идут переговоры по решению вопроса перехода границы в пик курортного сезона. Я связывался с руководством Совета безопасности Российской Федерации. На основании той справки, которая была предоставлена нашей пограничной службой, я обратился письменно к Рашиду Гумаровичу, который, в свою очередь, буквально в этот же день, они также письменно обратились к руководству Главного пограничного управления ФСБ Российской Федерации. Я надеюсь на это, что наши коллеги из Российской Федерации, в частности и Главного управления пограничного управления ФСБ России, аппарата Совета безопасности и с помощью наших коллег СГБ Республики Абхазии и пограничного отдела мы сумеем это в считанные дни. Председатель службы государственной безопасности Абхазии Зураб Маргания доложил президенту о ситуации на государственной границе на сегодняшний день. В июне месяце все же по сравнению с прошлым годом у нас отставание более 150 тысяч человек. И после чемпионата мира это просто было видно наглядно. Сразу резко пошли люди. И вот буквально неделю огромное количество людей. Добавлено количество пограничников на российской стороне. И проблема постепенно снимается. Завтра у нас уже пятница. Вы мне вечером докладываете о той ситуации, которая складывалась на эти дни, сегодня и завтра. Есть. И мы дополнительно, если необходимость такая возникнет, будем говорить опять с представителями российской стороны.
За июнь месяц абхазо-российскую границу пересекли 435 тысяч человек, более 70 тысяч легковых автомобилей и 3600 автобусов. Показатели за июль месяц обещают быть намного выше. По предварительным данным, сейчас границу пересекают более 40 тысяч человек в сутки. И несмотря на жаркую погоду и очереди на границе, туристы заезжают в нашу страну с хорошим настроением. Как границу прошли на российской стороне? Слегка с пробками, с задержками, да. Много отдыхающих. Проверяют детей долго. Отлично, нормально все. Долго стояли? Да нет, так вот, минут 10-15. 15, да, нормально. Да, все хорошо. Сколько минут? Минут 15, 10-15. Быстро мы прошли, за 20-25 минут мы проехали. И все точки открыты, все пункты открыты. Ну, быстро пропускают. 2 месяца жаркого лета позади, но август еще может порадовать, и курортный сезон 2018-го не станет хуже прошлогоднего. Главное сделать все возможное, чтобы отдыхающие в нашей стране туристы увезли отсюда самые позитивные впечатления. О том, как выполняются поручения президента Абхазии и какова ситуация на границе на данный момент, нам рассказал начальник погранотряда СГБ Нодар Чачхиани. Президент дал поручение мониторить ситуацию, выработать предложения, по выработке предложений, как из этой ситуации выходить. Методы воздействия на эту ситуацию. Определенные есть решения. Уже сегодня и вчера мне докладывают с КПП ПСО о том, что ситуация нормализовывается. Какие-то меры, которые были предприняты, они возымели свое действие, они были эффективны. Еще раз повторюсь, мы работаем в тесном контакте с российскими коллегами. В частности, во вторник на следующей неделе у нас будет внеочередная встреча пограничных представителей, где я буду присутствовать именно по этой ситуации. И будем как раз это и не только взаимное информирование, это и выработка определенных каких-то мер, способов и рычагов каких-то воздействия на данную ситуацию. На этой неделе состоялось последнее заседание весенней сессии Народного собрания. Более 15 вопросов рассмотрели депутаты перед уходом на каникулы. Внесли изменения в Уголовный кодекс, приняли поправки в закон о гражданстве. В третьем окончательном чтении парламентарии приняли проект закона о патентной системе налогообложения. Именно этот законопроект вызвал бурное обсуждение на прошлом заседании. Большинством голосов депутаты на этот раз внесли изменения в закон о системе налогообложения в виде специального налога на отдельные виды деятельности. Во втором и окончательном чтении также был принят проект закона о налоге на добавленную стоимость. Более года назад депутат Дмитрий Дбар инициировал создание парламентской комиссии по контролю над ситуацией с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и возглавил ее. В комиссию вошли еще 8 депутатов. В итоге они представили предложение о внесении ряда изменений в некоторые законодательные акты. В частности, как отметил Дмитрий Дбар, изменения касаются ужесточения наказания за распространение наркотических средств. Кроме того, депутат Дмитрий Дбар предложил создать временную депутатскую комиссию по проверке деятельности паспортно-визовой службы республики. В интервью нашей программе Дмитрий Дбар прокомментировал данные инициативы и рассказал о том, каких результатов ждут депутаты от принятия поправок и работы комиссии. В данный момент, то есть если человек находится в наркотическом опьянении и он за рулем, он подвергается штрафу. А человек, который находится в наркотическом опьянении и сидит рядом как пассажир, ему дают 15 суток ареста. Это неправильно. Большую опасность несет человек, который за рулем под наркотическим опьянением. То есть, если его остановят и он подвергнется административному наказанию в первый раз, но в течение года его также остановят, он уже будет подвергаться не административному, а уголовному наказанию. Но это уголовное наказание, оно в принципе будет, скорее всего, или условным, мы еще доработаем это. И он будет подвергнут большому штрафу. Пока штраф 600 тысяч рублей. Но, естественно, поэтому мы приняли в первом чтении, чтобы снизить, конечно, штраф. Это первоначальный, сырой документ. Над ним мы еще будем работать. Как вы представляете себе, как этот закон в итоге будет реализовываться, как он будет работать? Он будет реализовываться
естественно, ежедневно, потому что люди, сотрудники автоинспекции, задерживают на дорогах людей, которые под наркотическим опьянением часто. И я уверен, что люди задумаются, прежде чем употреблять наркотики и садиться за руль. То есть, что он может нести опасность участникам дорожно-транспортного движения. И затраты. И затрат. Недавно в Абхазии был нашумевший инцидент, когда распространителю наркотиков присудили пожизненный срок наказания. На заседании сессии парламента даже были уже сделаны поправки к закону, выдвинуты, то есть они рассматривались. Скажите, пожалуйста, насколько вы считаете этот закон необходим и что вообще он предполагает? Данный закон необходим для Абхазии, потому что сейчас мы столкнулись с тем, что большой поток наркотических средств к нам приходит из других государств. И их уже начали завозить так называемые гастролеры. То есть эти закладчики, которые приезжают с других стран, они делают закладки в Абхазии путем СМС-сообщения, посылают нашим гражданам, а те уже, естественно, покупают. Это и есть реализаторы наркотических средств. Данный закон остановит поток тех людей, которые хотят заниматься незаконным сбытом наркотических средств в Республике Абхазия. Естественно, ужесточение закона не всегда хорошо, но на данный период времени у нас нет другого варианта, потому что слишком много наркотиков появилось в Абхазии. И мы надеемся, что если будет несколько прецедентов о пожизненном заключении тех лиц, которые распространяют наркотики, что это остановит поток наркотических средств в Абхазию и усилит борьбу с ней. Это может быть и временной мерой, но может быть и постоянной. Это зависит, мы будем анализировать, комиссия будет дальше продолжать работать, помогает это борьбе наркотикам или нет. Если оно начнет эффективно помогать, то мы будем еще дорабатывать закон, естественно, и вносить в него поправки. Но в данный период времени это необходимо. Что конкретно предлагает закон? Вот вы говорите от пожизненного, там, может быть, какие-то конкретные сроки вы могли бы назвать. И не будут ли под этот закон попадать люди, которые, скажем так, впервые на эту стезю вступили, и, в принципе, для них возможен был бы еще другой путь? Нет, этот закон только по распространителям. Человек должен иметь с собой особо крупный размер, плюс его должны поймать в группе лиц, где они при предварительном сговоре начинают торговать наркотиками. И если этот человек находится при служебных обязанностях, то есть если он сотрудник органов или сотрудник власти, то есть на них будут распространяться эти жесткие законы, вплоть до пожизненного заключения. В принципе, там сроки не предусматриваются. Но это только направлено на распространителей. Человек, который употребляет и имеет с собой маленькую дозу, на него совершенно другой закон распространяется, не этот. В конкретном случае, о котором я вам говорила, этот закон, скажем так, они попадут под этот закон? Или не успеют? Нет, они не успеют. Судья, который вынес данный приговор, он был полностью абсолютно прав, потому что это не просто мелкие закладчики, это закладчики, которые неоднократно занимались распространением наркотических средств в Республике Абхазия. И я считаю, что таких людей жалеть нельзя. Они продают наркотики без разницы, независимо от возраста людей, и детям продают, и взрослым продают. И то, что взял на себя судья такую ответственность, я считаю, что он сделал правильно. На последнем заседании парламента была создана парламентская комиссия, которая будет проверять деятельность паспортно-визовой службы. Почему создание вот этой комиссии было инициировано и с чего она начнет свою работу? Комиссия начнет работать непосредственно с паспортно-визовой службой на предмет выдачи паспортов новых, потому что очень много поступает жалоб от граждан, то, что не учитываются их военные заслуги, не учитывается то, что они проживали в Абхазии, им затягивают с выдачей паспортами. Дабы, чтобы разобраться в этой проблеме, с чем сталкиваются люди непосредственно, эта комиссия будет выезжать и на места в районы, где выдаются паспорта, и заниматься данной проблемой. И сюда будут приглашаться руководители паспортных столов для нормализации и ускорения процесса выдачи паспортов.
Скажите, а самого закона недостаточно комиссия, то есть должна контролировать исполнение закона? Ну, к сожалению, да, комиссия должна контролировать исполнение закона, на то и парламентская комиссия создается. Мы, в принципе, хотим больше помочь визовой службе, чем ее контролировать, потому что те вопросы, которые у них у самих возникают, то есть чем руководствуется паспортно-визовая служба, они в основном страхуются. И правильно, в принципе, делают, но это создает некие неудобства обычным гражданам. Чтобы эти неудобства убрать, эта комиссия будет регулировать правильность выдачи паспортов и срок выдачи самих паспортов. Выступал ваш коллега Валерий Агрба с инициированием поправок в закон. Будет ли эта комиссия также следить за тем, чтобы эти новые поправки учитывались? Да, конечно. Связанные? Да, они будут информировать, смотреть, как на местах паспортно-визовые службы эти поправки уже по этим поправкам будут работать. То есть комиссия создана для того, чтобы ускорить процесс паспортизации Абхазии. На заседании сессии в первом чтении принято еще одно изменение в Уголовный кодекс страны. По мнению депутата Рауля Лолуа, представлявшего законопроект, в Уголовном кодексе имеется пробел, так как в нем не предусмотрена уголовная ответственность за действия, направленные против территориальной целостности Республики Абхазия и за ведение переговоров в целях ограничения суверенитета или причинения иного вреда государственной независимости страны. Что именно предлагается изменить в Уголовном кодексе страны, нам рассказал инициатор внесения поправок депутат Рауль Лолуа. В Конституции у нас прописано в статье 4, что Республика Абхазия – территория целостностна, неприкосновенна и неотчуждаемая. Но никакой санкции в отношении этой статьи в Уголовном кодексе не было. Мы вышли с предложением и приняли поправки к Уголовному кодексу. Изменения какие произошли? Мы добавили несколько статей. На территории Абхазии никто не должен публично призывать к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности. То есть публичные призывы. Этого недопустимо. В Конституции, еще раз, как я вам прокомментировал, это не позволяет. Мало того, заключение антиконституционных договоров или ведение антиконституционных переговоров тоже будет уголовная статья. Сроки санкций по этим статьям очень суровые. Нарушение территориальной неприкосновенности Республики Абхазия. В том числе тоже сроки будут, это новая статья, срок от 10 до 15 лет. Поступление на службу в иностранную разведку, в том числе будет караться очень серьезно. Это те статьи, которые раньше у нас в Уголовном кодексе не были. Мы их добавляем и приняли это в первом чтении, есть над чем еще работать. Будем работать с прокуратурой и следствием, чтобы разъяснить, кто является субъектом, кто является объектом этих поправок. Но вообще все должны понимать, что призывать к осуществлению каких-то действий, которые направлены на нарушение территориальной целостности, нельзя. Мало того, подписывать какие-то антиконституционные договора или ведение антиконституционных переговоров к должностным, в том числе лицам, это делать непозволительно, этого делать нельзя. А закон предусматривает возможность человеку защититься, если, допустим, ему будут предъявлены эти обвинения? Конечно, материалы собирает, это статьи, которые будут отнесены к прокуратуре напрямую, потому что это статьи суровые, эти статьи, которые касаются нашей Конституции, и доказательная база этих статей должна быть собрана очень серьезная, то есть должны быть реальные такие действия, которые именно направлены на нарушение территориальной неприкосновенности или целостности нашей Республики Абхазия. На этом же заседании сессии парламента депутаты внесли изменения в закон о гражданстве Республики Абхазия. В доработанных поправках определен дополнительный круг лиц, имеющих право на получение абхазского гражданства. Люди при замене новых паспортов абхазских начали сталкиваться с проблемами. Закон, который у нас есть, 94-99 год, не давал им права заменить паспорта. И многие при обращении в паспортное визовое управление получали отказ.
Некоторые отправлялись на комиссию по гражданству. Там уже в таком оперативном порядке решали, но все равно людям было сложно. Это было долго, это было мучительно. Ну и считали, что это несправедливо. В основном это касалось тех лиц, которые в период с 1994 по 1999 год отсутствовали на территории Абхазии и не смогли подтвердить свое пребывание на территории Абхазии. Наше паспортно-визовое управление отказывало им в замене паспортов. Мы проработали с паспортно-визовым управлением с МВД Республики Абхазия, проработали с людьми, которые сталкивались, посмотрели, проанализировали самые основные позиции, по которым людям отказано было. Сперва приняли в первом чтении поправки, а вчера, буквально на последней сессии, приняли окончательные поправки. Тем самым сняли напряжение, сняли проблемы, вопросы, которых волновали и с которыми сталкивались наши люди. Теперь, те, которые, в том числе и участники нашей войны, которые здесь принимали участие, но после этого выехали на территорию Российской Федерации или какую-либо другую страну, они же участники, соответственно, наши поправки их тоже коснулись. То есть им теперь не надо доказывать то, что они не находились на территории Абхазии. Следующие поправки коснулись тех, которые выезжали на лечение на территорию Российской Федерации, на учебу, которые выезжали в том числе на Российскую Федерацию. То есть это самые основные позиции, по которым при замене паспортов приходилось сталкиваться людям. Теперь этих проблем нет. Теперь сами паспортно-визовое управление на местах могут без комиссии, без дополнительных проверок, получив те данные, которые собирают в виде пакета документов от наших граждан, на месте принимать решения и не отказывать людям в замене на новые паспорта. Есть какие-то отдельные случаи, но при президенте есть комиссия по гражданству, и в отдельных случаях они будут принимать решения. То есть мы разгрузили сейчас, в большей степени разгрузили комиссию по гражданству и дали возможность паспортно-визовому управлению напрямую принимать на месте решения. Вы считаете, что этот закон стал более справедливым? Конечно, это справедливо, решение полностью справедливое. Мало того, это решение было согласовано с администрацией президента, с комиссией по гражданству. Это те основные позиции, с которыми сталкиваются, в том числе и комиссия по гражданству. Это было решение принято совместно всеми службами, МВД, комиссия по гражданству, депутатами. Мы провели хороший анализ, с чем сталкиваются наши граждане, и, соответственно, на этом анализе и приняли эти поправки. Теперь эта проблема в основной своей части, она снята, граждане могут обращаться в паспортно-визовое управление, и на местах уже будут приниматься решения. 39 вопросов, 2 из которых были отправлены на доработку, рассмотрели члены правительства на очередном заседании Кабинета министров Абхазии. Правительство изменило ставку таможенных пошлин на вывоз ореха. За вывоз килограмма очищенного ореха пошлина снижена с 15 до 10 рублей, а за орех в скорлупе с 10 до 5 рублей. До принятия постановления при экспорте в Россию с килограмма ореха в скорлупе взимался 1 рубль, а с очищенного – 2 рубля. Теперь ставка таможенных пошлин едина, независимо от того, в какую страну будет экспортироваться орех. Кабинет министров утвердил перечень жизненно необходимых лекарственных средств для пенсионеров. В него вошли 89 наименований медикаментов. Фармацевтические организации также будут вести журнал учета отпуска лекарственных препаратов. Более того, Министерство здравоохранения занимается созданием управления по надзору над фармацевтической деятельностью. Кабинет министров Абхазии одобрил проект постановления о передаче прибыли 2018 года госкомпании «Абхазтоп» в бюджет Республики Абхазия. Сумма, которая будет перечислена в бюджет, составит около 80 миллионов рублей. Эти средства пойдут на капитальный ремонт дороги, ведущей к мемориальному комплексу Владислава Ардзенба. На заседании Кабинета министров было принято постановление о мерах по развитию предпринимательства и стимулированию деловой активности в административно-территориальных единицах Республики Абхазия. О каких конкретных мерах по развитию предпринимательства идет речь и как правительство предлагает стимулировать деловую активность в районах и городах республики, в интервью нашей программе рассказал министр экономики Атгор Ардзенба.
Данное постановление, оно связано с тем, чтобы унифицировать подходы в части реализации государственной экономической политики в целом по стране, на местах в особенности. На сегодняшний день, если взять нормативно-правовую базу, на основе которой функционируют местные органы власти, это закон об управлении в административных территориальных единицах. В этом законе есть положения, которые относятся к компетенции местных органов власти в части разработки планов социально-экономического развития территориальной единицы на год. Ну, эта работа фактически сводится к разработке индикативного плана и все. Здесь мы расширили функционал, расширили, можно сказать, обязанности местных органов власти, возложили персональную ответственность на главы администрации за работу в части предпринимательской активности, инвестиционной деятельности, снижения административных барьеров для предпринимателей. О чем идет речь? Вот главы администрации и так этой работой занимаются, но для того, чтобы был единый подход к работе, связанной с тем, чтобы предпринимателям создавать максимально удобные условия для работы. И показателем эффективности главы администрации должно становиться создание новых рабочих мест. Вот насколько экономическая ситуация меняется в регионе, в районе, настолько эффективен глава администрации. Здесь целый комплекс взаимосвязанных вопросов. У нас есть примеры того, к сожалению, они были и до сих пор сохраняются, когда предпринимателям, здесь речь не идет только о иностранных инвесторах, здесь идет речь о всех предпринимателях. Когда предпринимателям, как на республиканском, так и на местном уровне, им препятствуют реализации своих инвестиционных действий, потому что мы должны понимать, и главы администрации, и районные администрации должны понимать, ну и республиканские органы власти в первую очередь, что без развития предпринимательской деятельности, без развития этих инициатив не будет развития экономики. Не будет развития экономики, не будет ни пенсий, повышения уровня пенсии, ни заработных плат. Это все взаимосвязано. Если мы не будем создавать максимально удобные, комфортные условия для предпринимателей, еще раз повторюсь, не будет никакого развития. Невозможно будет финансировать инфраструктурные объекты, дороги, энергетику и все остальное. Значит, о чем конкретно идет речь? Из числа сотрудников администрации мы считаем, что это должен быть минимум заместитель главы администрации. Будет обозначаться, значит, человек, который будет называться уполномоченный по вопросам предпринимательства, по всем этим вопросам. То есть он конкретно будет все эти вопросы вести, сопровождать, чтобы предприниматели точно знали, кому звонить. Если вот какая-то ситуация, к примеру, они обратились в администрацию, значит, с просьбой дать им разрешение на строительство того или иного объекта. Бывает и земельный участок выделить. Бывает такое, что годами люди не могут получить ответ. Отсюда вытекает и незаконное строительство. Предприниматели вынуждены, значит, месяцами, годами ходить по коридорам власти, не понимая правил и норм, что от них требуется. Вот для этого появляется единица, человек, который будет все это отслеживать на месте. За работу этого человека, в постановлении мы это прописали, несет персональную ответственность глава администрации. Мы, Министерство экономики, в ежеквартальном режиме будем получать от глав администрации, от этих уполномоченных отчеты о проделанной работе, как ведется работа. Если в дальнейшем мы будем сталкиваться с тем, что предприниматели будут жаловаться, к примеру, да, или что-то еще такое негативное, мы будем тогда ставить вопрос и доводить до высшего руководства о деятельности этих, значит, местных администраций и считать, обоснованно считать неэффективным ту или иную команду или того отдельно взятого руководителя. В селе Дранда решена проблема водопровода. Более 350 семей все послевоенное время испытывали трудности из-за отсутствия питьевой воды. В 2016 году в рамках российской инвестпрограммы в селе Дранда начали укладывать новую водопроводную трубу. Но из-за задержки финансирования работы были приостановлены. В 2017 году ремонт водопровода был возобновлен, и спустя год вся водопроводная система заработала. Президент Рауль Хаджимба посетил село Дранда, проверил ход ремонтно-восстановительных работ по укладке водопровода и пообщался с местными жителями.
Где мы находимся в настоящее время, как бы водой мы пользовались раньше, пока вот они не провели систему, вот водоканал, колодцами пользовались. Но в летнее время как бы воды очень мало становилось. И проблемы с водой как бы часто вот появлялись, и воду как бы таскали сдалека, вот. И вот в течение вот года вот провели вот водопроводы, и в настоящее время уже каждому вода поступает без перебоя всегда. И могут пользоваться, пить, употреблять пищу. Более 25 лет в селе Дранда не было воды. Здесь ранее не проводились ремонтные работы водопровода, вследствие чего трубы, а точнее то, что от них осталось, не функционировали. Более 350 семей были вынуждены обходиться без современных благ цивилизации в виде чистой питьевой воды. Ее приходилось добывать по старинке из колодца, либо ездить на родники и заполнять различную тару водой для питья. В рамках инвестпрограммы в 2016 году в селе Дранда были начаты работы по укладке водопроводной трубы, однако из-за задержки финансирования они были приостановлены. В 2017 году работа была возобновлена, и спустя год вся водопроводная система в селе Дранда заработала. Работа проходила очень даже, я могу сказать, положительно. На сегодняшний день вода доведена до 240 дворов. Из них подключились 100 с лишним дворов и подключается поэтапно. Сейчас у нас вот там небольшие промежутки. У кого там 10 метров попало, у кого 20 метров попало. Но мы старались в основном 6-7 дворов. И чтобы у всех одинаковое расстояние было, мы устанавливали колодцы. И выходы уже готовы с краником. Просто вот шланг или трубу принял, закрутил, и все, никаких проблем. Индивидуально каждый может себе краник открыть, и все, к нему домой вода пошла. На восстановление всей водопроводной системы было затрачено около 13 миллионов рублей. Глава государства Рауль Хаджимба посетил село, проверил ход ремонтно-восстановительных работ по укладке водопровода и пообщался с местными жителями. Большая благодарность. Это сделана большая работа. И большое спасибо всем. За время работ проведено 13 километров водопроводных труб, установлено более 70 разводящих колодцев и новый трансформатор для усиления напора воды. Все это позволило без каких-либо проблем обеспечить село питьевой водой в кратчайшие сроки. Объем основного наполняющего крытого бассейна резервуара для воды составляет около 450 кубометров. Глубина скважины 175 метров. Все работы по ремонту вела подрядная организация СМУ-4 компании «Апснер-Гылара». Дебит воды, откуда начинается, где-то на глубине 26 метров уже вода стоит. Насос включается автоматически. Половина резервуара опустошилась, включается автоматика, заполняется резервуар. Это обычно происходит после обеда. Когда людям дали воду, мы прохлорировали его, и взяла женщина, там представитель СЭСа, взяла пробу воды, сказала, вода качественная, сама скважина, вода качественная. Прохлорировали, людям мы предупредили, чтобы они вместо недельки 2 не пили. Для хознужд можно было пользоваться, вода качественная. Потом соседи изъявили желание, сами взяли воду, и вот здесь есть в Драндах винзавод, тоже в лабораторию, вода хорошая. Проблема была не только в ветхих и изношенных водопроводных сетях, но и в недостаточном объеме воды. Новые бассейны и трубы надолго снимут эти проблемы, говорят специалисты. Таким образом решена насущная проблема жителей села Дранда, которой больше 25 лет. У людей уже с июля месяца вода поступает каждому человеку. Там на 320 семей, пока сегодня распределено, потому что вот те, где живут, подключились от своих возможностей. Мы везде поставили вентили на 320 семей. Живут сегодня где-то живые 260-270 дворы. А вот есть участок нежилой. Человек придет, построит, для них тоже предусмотрен, он может подключиться свободно. На данный момент все основные ремонтные работы уже проведены. Сельчанам остается только подключиться к новым колодцам. И вода уже самотеком поступит к ним в дом. Рената Шакай, Беслан Джонджоли, Абхазское телевидение.
23 июля Абхазия отметила День государственного флага. По всей стране прошли праздничные мероприятия. В столице нашей родины Сухуми праздник был организован на площади имени Сергея Васильевича Багапш. Абхазское телевидение вело прямой эфир с места события. В мероприятиях принял участие президент Рауль Хаджимба. Практически вся набережная Махаджиров была заполнена людским потоком. Уже стало традицией День флага отмечать в национальном костюме. Так было и на этот раз. Праздничное шествие, поздравления президента, телемост с Карачаево-Черкесии, Йордании и Турции и праздничный концерт. Обо всем подробнее расскажет Рената Шакая. Мероприятие началось с шествия, в котором приняли участие ветераны Отечественной войны народа Абхазии, матери погибших, школьники, студенты, общественность. Колонна начала свое движение с пересечения улиц Кагония и Конфедератов в сторону площади. Участники шествия пронесли флаги Абхазии. Затем трое наездников в национальных костюмах передали флаг начальнику роты почетного караула, а он, в свою очередь, президенту Раулю Хаджимба. Глава государства установил флаг на специальном основании для флагштока. Церемония передачи флага прошла под марш военного оркестра. После прозвучавшего государственного гимна Республики Абхазия слово было предоставлено главе государства. Хашца, нхыца, ахыца, акыр япсох джинджва, губ сыгала, и шудосна холойд, абсна гынкаррат абирап амс. Язхалайт хтула амчхара, и штыгагачлайт хшам хапсадгил абсентула. Хбирап лаша, яцагыланы, хайнейлайт хаджлар, вацпир пейвш, знапыяну ачар, щардамта абсенраб. Празднование Дня флага продолжил телемост Сухум, Черкес, Эшкешехир, Аман. Главная цель такой виртуальной связи между представителями Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса разных стран мира – стать ближе друг к другу в такой важный день и рассказать об истории праздника, о важности и значении государственных символов Абхазии. Рената Шакая, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Долгожданное событие. Подписан договор об интеграции национальных платежных систем российской МИР и абхазской АПРА. Объединение платежных инфраструктур – одна из приоритетных задач для банковской системы Республики Абхазия, которая даст возможность, с одной стороны, гражданам нашей страны использовать карты АПРА на территории России, а с другой – обслуживать карты МИР на территории Абхазии. На практике это даст возможность держателям карт АПРА использовать свои карты на территории России, то есть пользоваться банкоматами для снятия наличности, пользоваться торговыми терминалами, установленными в торговых точках для оплаты различных товаров, услуг. Сама реализация проекта она разбита на два этапа, на два направления. Один подразумевает обслуживание карт МИР на территории Абхазии, второй – обслуживание карт АПРА на территории Российской Федерации. По плану интеграции в конце ноября 2018 года мы должны начать принимать карты МИР в Абхазии. И в первом квартале 2019 года наши карты начнут работать на территории России. После продолжительной болезни ушел из жизни Лев Арзабеевич Авицба. В связи с кончиной бывшего главы администрации Сухумского района, депутата 4-го созыва Народного собрания парламента Республики Абхазия Льва Авицба, распоряжением премьер-министра Геннадия Гагулия создана комиссия по организации похорон под председательством главы администрации Сухумского района Валерия Смыр. Церемония прощания с Львом Арзабеевичем Авицба состоится в понедельник, 30 июля в Доме учителя в Сухуми. Траурный митинг начнется в 14 часов.
Завершился весенний призыв на военную службу в Абхазии. 250 солдат принесли присягу на верность Родине. Торжественная церемония принятия присяги по сложившейся традиции проходила в Министерстве обороны. Ее посетили представители военного ведомства и родственники новобранцев. Со знаменательным событием в жизни каждого воина военнослужащих поздравил генерал-майор, заместитель министра обороны Абхазии Аслан Анкваб. Нисфа Аршба продолжит тему. Равнение право! В парадной форме и с улыбкой на лице. В такой день все по-военному строго. Для каждого из солдат это знаменательное событие. Немного волнения не мешает произнести главные слова. Служу Абхазии и с честью выполню свой воинский долг. Я, Сурманидзе Алан Мурманович, торжественно присягаю на верность своей родине Республики Абхазия. Клянусь свято соблюдать ее конституцию и законы, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй Абхазии, народ и отечество. В течение месяца каждый солдат проходил плановую подготовку. С новобранцами усердно занимались их командиры, с каждым днем все лучше оттачивая их навыки. По словам руководителя подразделения, это время не прошло даром. Бойцы показали хорошие результаты. Сегодня завершающий этап принятия военной присяги на плацу Министерства обороны молодого пополнения. На этом весенняя призывная кампания завершена. Порядка 250 человек в учебном центре в этом призыве распределены по воинским частям и подразделениям Министерства обороны. Эту присягу они запомнят на всю жизнь, так как военная присяга – это клятва, которую они дают своему государству на верность своей родине. Хочу поблагодарить министра обороны за всестороннюю поддержку, а также выразить слова благодарности родителям, которые сегодня собрались на торжественном мероприятии, за воспитание достойных сыновей, патриотов своей родины. На прощание всего 15 минут. Крепкие объятия вместе с последними наставлениями перед отправкой бойцам дарят самые близкие. Проявлять эмоции здесь никто не стесняется, ведь людей переполняет чувство гордости за сына, брата, внука. Сегодня вам выпала большая честь служить Родине. Вы приняли присягу. Это обязательство. Это не заканчивается окончанием вашей военной службы. Это остается на всю вашу будущую жизнь. Я желаю вам, самое главное, здоровья, мирного неба. И никогда не забывайте, ваши близкие, ваши родители вас ждут живыми, здоровыми, крепкими, возмужавшими. Удачи вам! Добрый путь! Вспоминаю свои молодые годы, когда нас в армию забирали. Тогда была советская армия, призывали куда попало. Воркута, Магадан, Украина. Разницы не было. Куда посылали, туда и шли, служили. А сейчас, не знаю, сейчас наши солдаты дома служат, они с радостью, с гордостью, с честью должны служить. Их отцы, дяди, дедушки жизнь отдавали, а почему бы не служить у себя дома? Еще вчера жизнь этих ребят не была подчинена регламенту. Сегодня все строго по уставу, ведь теперь они защитники Родины. Расставание с родными никого не пугает. Молодые люди уверены, отдать долг отчизне должен каждый мужчина. Каждый мужчина должен пройти военную службу, это его долг перед Родиной, поэтому я считаю, что это очень важное событие и лично в моей жизни тоже. Я, как и каждый мужчина, пошел в армию и принял присягу сегодня, дальше будет армия и служба. Это не важно, где бы я хотел служить, в любой части, я думаю, что служба пройдет хорошо. В различные периоды истории воинская клятва называлась по-разному, но суть ее всегда оставалась одна – обещание защищать Родину, не щадя своих сил и самой жизни. Нисфа Аршба, Беслан Шхинджерия, Абхазское телевидение. Такими были события уходящей недели. Какими они будут, мы обязательно расскажем вам в следующей программе. Всего доброго.